Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите еженедельное интервью главы Республики Ингушетия Юнусбека Евкурова. Юнусбек Мангиреевич, Ингушетия стала первым субъектом России, на территории которого развернулась программа «Добровольца». В понедельник вы встретились с депутатом Госдумы Аштуром Таймазовым и рядом других депутатов от партии «Единая Россия». Главной темой встречи было предложение депутатов открыть в регионе волонтерского ресурсного центра. Как вы считаете, какие возможности даст этот проект ингушским волонтерам? Мы один из регионов, где тоже разворачивается вот это движение. Тем более, когда президентом объявлен год 2018 годом добровольца. Мы встретились с депутатами Государственной Думы Российской Федерации, обсудили с ними вопросы. У них есть желание, ряд проектов, в том числе по волонтерству, внедрить на Северном Кавказе, создать ресурсные центры под это дело. Ну и посредством через этих центров проводить определенные сборы, мероприятия и побольше собирать молодежь, северокавказскую в частности, для того, чтобы они больше между собой общались и участвовали в совместных проектах. В том числе мы проговорили вопросы, связанные с тем, чтобы обеспечить крупные мероприятия в регионах Северного Кавказа с приглашением волонтеров из других регионов. То есть, мы берем пример, в частности, когда будет у нас битва в горах, то есть мы можем туда привлечь и волонтеров из других регионов, не только своих, но и оттуда, чтобы опыт нарабатывали больше. И таким образом у молодежи, у волонтеров будет интеграция между собой, больше будет общения и больше будет совместных проектов. Также вы провели на неделе встречу с главами муниципальных образований нашего региона, в ходе которой были затронуты ряд значимых вопросов. В частности, создание условий для избирателей с ограниченными возможностями здоровья. Также будет возможность проголосовать по месту нахождения избирателей. Расскажите, насколько республика готова к проведению вот этого важного политического события? Мы готовы. Было бы странно, если бы не были готовы. Во-первых, никто не даст не быть готовым. Во-вторых, уже опыт предыдущих лет, различных выборов, позволяет уже накопить такой хороший потенциал профессионалов в этом деле. И избирком республики, и территориальной избирательной комиссии, и непосредственно те площадки, это в основном школы, дома культуры, где будут проводиться и проводятся выборы, они всегда готовы. Почему? Потому что люди, в своем большинстве, 80% одни и те же. Они знают, как это делать, чем это все едят. Поэтому я уверен, и для людей с ограниченными возможностями, и для целого населения, избирателей, все условия будут созданы. Не только для избирателей. Мы создаем на избирательных участках данного поручения, чтобы сделать определенные детские площадки, для того, чтобы родители могли прийти с детьми, если дома их оставить не с кем, чтобы у них тоже было какое-то развлечение, пока родители голосуют. Концертные площадки, ярмарки выходного дня, ну и другие вещи, там, молодежные проекты. Так, чтобы совместить и хорошее, и приятное, и полезное, все в комплексе совместить, то есть выполнить свой гражданский долг конституционный и заодно каким-то образом домой прийти уже с полными сумками, теми же продуктами, которые будут продаваться на ярмарке выходного дня. В Ингушетии с 2008 года построено порядка 450 объектов в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. Общий объем инвестиций в основной капитал составил более 120 миллиардов рублей. И, соответственно, создано порядка 10 тысяч рабочих мест в республике. Обо всем этом вам доложила заместитель председателя правительства Мадина Гойгова в ходе вашей встречи с главами муниципальных образований. Вы отметили, что в регионе все еще актуален вопрос нехватки социальных объектов. Расскажите, какие объекты планируется построить в ближайшее время в республике? Как в целом прошла эта встреча? У нас объекты не только социального значения, которые вы перечислили, объекты построены в этих 400, там более 400 объектов входит
объекты дорожной инфраструктуры, в целом инвестиционного проекта, экономического характера, и завода, и предприятия и так далее. То есть много других объектов, помимо социальных. Да, у нас исторически не было социальных проектов, мы очень сильно отставали, и вот сейчас отстаем. Нам надо в определенной степени нагнать по объектам культуры, по объектам спорта другие регионы. Да, у нас есть сегодня те же бассейны и ледовые катки, которых нет даже в соседних регионах. Но при этом у нас нет совершенных там физкультурно-оздоровительных комплексов, даже в школах хороших спортзалов. Над этим мы сейчас работаем. Много партийных проектов по линии партии «Единая Россия», которые мы сейчас будем тоже, в которых мы будем участвовать, будем реализовывать. Но необходимо подчеркнуть, что федеральный центр видит наши проблемы. И вот эту колоссальную помощь, которая оказывается, это именно такая необходимая составляющая для развития республики. Ну и надо сказать огромное спасибо тем крупным госкомпаниям, которые идут на наши просьбы и помогают в том числе где-то вот в год, по крайней мере, 1, 2, 3 объекта нам построить. Это или физкультурного, или культурного направления. Поэтому мы дальше в этом направлении, и школы, и детские садики. Мы дальше в этом направлении будем работать, но сама встреча с избирателем была связана не только с выбором, не только для того, чтобы довести. Я тоже вижу, что иногда людям надо напоминать, что было, что стало, чтобы все-таки ориентировались в пространстве и понимали, что не просто все дается. Чтобы да, почувствовали разницу, да? Да, любая власть должна уметь себя позиционировать, тем более вот предвыборные вещи, когда появляется много людей, у которых за душой ничего, за спиной какой-то опыт работы предыдущих, там, в том числе и при мне, ничего не сделав, уволенные, как несостоявшиеся люди, но при этом сегодня они снова пытаются выскочить на орбиту и громко заявлять, что вот мы как раз вот нужны. И поэтому нужны вот эти напоминалки людям о том, что было и что стало, и как это стало, как это появилось, с каким трудом. И в этом смысле одна цель вот этого совещания с главами. И вторая цель – это довести, чтобы лично глава села, если в его селе проект реализуется, глава района или города, лично участвовали в этих проектах, чтобы они не самоустранялись от этих вещей. И мы более 400 километров газопровода в этом году должны проложить. И «Газпром» идет на это. Это новостройки. И сами жители, общественные советы создать, они должны там работать и стоять над этим. Они потом уже по факту мне рассказывают, что на глубине там 3 метра неправильно трубу положили, которая уже закопана. И поэтому не надо бояться главам сельских поселений участвовать в этих проектах вместе с общественными советами этих новостроек. Второе, мы строим в этом году более 10 школ и детских садиков. Они тоже в селах строятся, и главы сельских поселений, муниципальных образований должны участвовать там, смотреть, отслеживать. И не по факту, когда уже построено, говорить, что вот здесь проект не такой, а уже на начальном этапе это все видеть. И график отслеживать, и качество отслеживать, и об этом докладывать. Почему? Потому что меня не хватает везде. Они должны эту помощь оказывать, и они должны быть заинтересованы. В том числе с общественными советами сельских поселений. Много километров дорог, более там 270. Это тоже. Те же тротуары. Почему? Потому что у нас есть, хорошо, я понимаю, там граждане, которые там пишут в главе республики, вот здесь неправильно сделано. Я тоже вот там, когда некто гражданин Хамхоев Магомед с Яндрой, он же не один раз обращается ко мне. Я тоже задаюсь вопросом и главе района, и главе села. А чего вы не включите его, такого активного парня, в общественный совет? И почему он вынужден говорить по факту, когда уже бардак сделали? Те же там
по безопасности дорожного движения возле школ там, и так далее. Почему вы его не включите, и пусть он контролирует? Почему? Потому что я вижу, что парень активный. Но почему-то я вижу, что главы сельских поселений таких активных избегают. Типа вот им делать нечего, вот как раз такие и нужны. Потому что у них душа болит за это дело. И пусть они помогают власти, тем более для села же все делается. И таких проектов много. Я буквально на днях выезжал, там в одном из районов, вижу, строятся целые ангары. Главу района спрашивают, что это, не знает. Министр экономики спрашивает, не знает. То есть, получается, человек там, ну, я там потом направил своего представителя, проверили, ну, вкладывает как минимум 50 миллионов рублей, а власти не знают. То есть, если даже статистику взять по инвестициям частным, как минимум 50 миллионов рублей там не значится уже, хотя работа уже идет. И таких вещей много. И мы предупредили власти там, на местах, что нельзя пренебрегать этими делами. Наоборот, надо таких людей ставить пример, роли места их не понимать. Ну и одним из таких вопросов, конечно, платежная дисциплина и людей заставить платить. Почему? Потому что нельзя этим пренебрегать, нельзя себя так вести. Когда стоят большие хоромы или, неважно, там небольшой дом, каждый должен соизмерять, не говорить, что у меня нечем платить, а должен соизмерять то, что он потребляет, с учетом своих возможностей. Всегда так было. Если кто-то хочет всю ночь, там, чтобы у него лампы горели, а я, говорит, не буду платить, у меня денег нет, так не бывает. Здесь, конечно, тоже максимально нужно вникать, ну и плюс помогать тем, где реально нужна помощь в платежах. А их в селах тоже есть такие люди, находить возможности помогать. Возвращаясь к теме выборов, кандидат в президенты Ксения Собчак активно ведет предвыборную кампанию, она была и в нашей республике. Как вы прокомментируете ее встречу с Манкиевым и Хаутиевым? Я, конечно, понимаю, что есть закон Российской Федерации. Я прекрасно понимаю, что есть Центральная избирательная комиссия, которая зарегистрировала кандидата в президента того или иного. Понимаю прекрасно, что кандидаты в президента имеют право ездить. И понимаю, что приедет еще завтра не только там Собчак, Ксения Анатольевна, но еще кто-то. Я о другом. Но когда вы идете навстречу с кандидатом, вы хотя бы посмотрите, куда вы идете. Встал в шляпе. Человек, который был депутатом парламента, человек, который был на различных должностях, потому что министром сельского хозяйства уже при мне. И тоже, кстати, уволенный не по собственному желанию, выходит и кому-то жалуется. Ты, если мужчина, то не стыдно. У тебя же целый тейп за тобой стоит. Наши старики понимают, не понимают. Ты кто есть вообще такой? Ты что вообще в жизни сделал? Был Аушев, свои отношения к нему, населению, таких, как у Хаутиев были. Тогда тоже были такие же. И этот Манкиев всю жизнь вот так в оппозиции прошел. И живет в этом соку варится. Был Мурат Магомедждядиков. Такая же картина была. Этот же Манкиев там же вот везде участвовал. Или другие тоже, которые все это пытаются на орбите там выскочить. Тот же Хазбиев, который там в СИЗО сидит. Я у власти, завтра другие будут у власти. Вы что думаете, вот этих отщепенцев не будет? Они будут. Но есть же стейпа кто-то, который, ребята, говорят, так, клинах. Хаштар хашмыди. Совали, совите. Қалвы, мауы. Давал ж ходите. Ну, он хорошо. Ханик фудусы ждашь. Дэн фухов, он. Ханик буакнах будет жвахва. Ханик пригородный район лишлатва. Ханик шуак винуса йохтану. Эй, хайкол гжлорби. Сук фдия, тинк фдия. Сук это муштар, тюльче галабит редас. Азуму хам хаякаче.
Тейпу шей тейпун доход бежнах больше. Тейпун ватер тейпун хугват. Камон ватер камон хугват. Два камда дые, вагерда дые. Нахик арлоушн да цазамсего евлою, замсего беков, замсего кабул кина. Ян батл деряс хал конхиб. Шаш конхиб мол дерян. Сачу ал властью ердидес. Властью да хамдастига чехани алчи демократия ашхамниве. Sonra diyeceğiz, müşteri vesile iskalzı kayıneli, oğuz iç kamel diyeceğiz, oğuz yakır. No diğer konu sonra diyeceğiz, işte giyeler, lüyeleri oğuz. Şaş maliyeli hadisi. Так, эрсиметали, уалыз, а чем вы лучше? Чиж биагари, чем вы лучше? Так он шахажир 75-й страниц МИ, 70-й, 65-й, 60-й, хашаш страниц. Ач хашаш, тыч. Ханица камел душдаш. Ахетич. Эй, мал док нагба. Манкиевш, хаутиевш. Аушев тич хагата замсик камел душ. Евкуров понятно, там 90% народ недоволен. Йохцу. Я Картоев. Кабарж бытиш баш. Сук хетер может. Цах даже шей кална хамуали церкви. Бирж цах дизу хамуали церкви. Папа, вот и дади, он ардал ехал мястха. Футаж лелер, эх, это что? Мы лелдиш хамаш. Хамуали церкви вообще нах. Юрт бар нах хамал дириш церкви. Ассалам алейкум эли. После этого Бог сидишь нах больше. Ты здесь Бог сидишь, дал тому дуал. Юдыч яж Бог сидишь. Ассалам алейкум яж. Малах ассалам алейкум да цар дуцар. Малдик ели, малмушчаби, калшик ахажа. А кандидат в президенты yok так. Циндус мигде. Да, дишь. Кадолж набы. Выйда кадолж, ажму набы не киболж. А си таган пачахлар я, я он я, таган си я, аз чи гала ахлар. Чи догд хлар. Конағылды, малды қалды. По-другому не бывает. Аз конағылдат, аз малдат, ишілді. Шевела валыш сидо ляца Хазбиева, он казалось бы, цағыр біріш. Шун даг малва чан, сахат валла, зязика малволы чан. Всю жизнь схаляца. Шин гуна мал біріш сдавать дя. Шин гуна мал біріш или винов, или ляца, или бен дабен. Здесь акши и масна агентер болуш, лелыш бы. Кая шарали ди шарат сана лыш кабягав. Кабягам придумать дед, ер yok, вож yok. Тагана по закону розыскал халяцев. Суд хоги, чували, гучицы воли, дахицкого, а дуцерфот. Мы должны власть захватить. Цинхета Саакашвили ханархуду. Да, худат. Укудум худат. Украине Саакашвили лелер. Цунцани ава майдан лятам юиза. Он вяпаш. Что лел. Но цинтях лелер жби. Царь вахса дукацет. Ну понятно, ахшицик, бохшицик. Где Собчак юачан. Просто так мочи держишь гулбалара. Цачу йох. Цин бархаш да гадарт. Цачу йох барту да гадарт. Юали докшус. Хаюали имдила аж ахоим пейт халмек цам халмек да по крайней мере имдила сакугвания кайчака. Виз жмат азмарк. Дыным виз жват. Камен тем более виз жват. И самое главное, чему шнах фио дадул до камел. У нас со свободой слова не так, как везде. Нас везде зажимают, нас везде прижимают, у нас все вот. При этом, хайшаша без бардуш, вас только хамьяцер. Сами себе противоречат. Сему чхама эмоциональный эндали, мыслик аллодусук. А с халка ягат, тиха ягат, хавил, тагана, алла сбы мычадут хаждес. Таган хадес интернет великий. والله دام يعشوا كتيجي بيعة شرك. قوان دلي لوم دلي جون دلي خيو عجشان. شنتهي هنا شكولي دلي أونستر دلي متشاه
سبشة كتبارة حدا سبشة كتبارة حنان سبشة كتبارة وش تهديتش خيوع قشة تقندس قدس شو بقى عندي قوان لونش نير بيرج تانشن بيرج ليتش خيوع قشة اسم هماش ديسلتشون انت ليش حار دوكشانس можно говорить دواتر دوتر تأده فاكتش انت ليش حاولتش از تأذر از مياجي لوزيا تانا ميليتيس حلواتش يرديا وجديا او شو زعما تقول حاوقش سجوارش ماست نودوت تا شوست دير تانا جرسكي تانا يرديا ادل ارديا حلوت ачоуби тазердиан азиан дергонриан позолочен автомате теждер кунах сагуер حنا تساوها тазердиат хун اي نو شو اخاك وفي ماجش حقوتش يا وغو سينياك كاس ونغو زردات انت شي اشتستا هو واغويش سكويتيو ايش делаешь اش делаешь любой чин фотография дома хоходит я хамедет лор الشغل وين يقي محمد صوت وين وقتش يعني ديسلوتشون محمد نقول تاع الانترنت ديسلوتشون поэтому цена оказался نجم كاندидат ولا قبر ولا نجم حاول بدأوا ويدعش دوقس тем более что она цан саги запрет хранять тамовули тамовуя хаду хадируч хаду. Вы также встретились с семьями военнослужащих Троицкого гарнизона и с семьями военнослужащих, которые сейчас выполняют службу в Сирии, свой служебный долг. Как вы считаете, как скоро семьи смогут увидеть своих родных и какие условия созданы военнослужащим для прохождения службы здесь, в нашей республике? Ну, условия у нас хорошие. Там понятно, что по линии Министерства обороны планируется реконструкция всего городка, расширение и так далее, и капитальный ремонт зданий, строительство и так далее. Мы там увидели ряд проблем по дошкольным учреждениям и по ряду других социальных вещей. Мы этот вопрос в течение месяца порешаем, поможем. А те, кто находится, выполняет свои боевые задачи в Сирии, они работают, они служат, они знали, куда они идут. И когда они увидятся со своими родными, это уже прерогатива Министерства обороны и тех задач, которые там стоят. Я думаю, что родные и близкие должны это понимать и стойко к этому относиться. И в рамках этого не могу не вспомнить вчерашний сбитый самолет наш, который там сбит, и насколько мужественно летчик себя повел. Он погиб, вечная ему память, но как он себя мужественно повел. Это пример любому мужчине, и в том числе и нашим военнослужащим. Я тоже им говорил, когда я их провожал, я им говорил тоже, вы едете не на курорт, вы едете в зону боевых действий. И какие бы вы там миротворческие функции не выполняли, может ситуация возникнуть. Не опозорьте нас. Сдаться в плен, а потом жить, рассказывая сказки. У нас тоже бывают такие, которые оправдывают такие поступки тысячами там аргументов. Это не выход для мужчины, для человека. Я приводил пример по этому поводу всегда Эльберда Нальгиева, который, когда окружили русско-японскую войну, и на вопрос, сдаемся или прорываемся окружение, сдаемся, значит, живые, но лошадь заберут, оружие заберут, а вас отпустят. А прорываемся, значит, все можем погибнуть. Что и сказали, а зачем нам без штанов домой ехать с позором? Так и здесь. Каждый мужчина должен понимать, если он пошел в армию, он должен понимать, что рано или поздно, может быть, дал этому долг, но такая ситуация может быть. И выбор один. Вот как этот летчик поступил, так же поступить. Другого выбора нет. Другого достойно. Валар тедейші далығы дегірді, оғцы оғыш валар қалар. Он ақчын қамала қалдес. Оғцы оғыш валар қалар. Қадуаққа қамала қалдес. Өзім о кәйін ақ бұғы ешәт.
более вайкаман. Жему пример же дикий дивизии, жему пример же Барханоев, жему пример да мемориал сюда чдятся хаж. Жему хамадят хайдай дагбух, хайда, хайцагарнах. Не в плане, чтобы остаться живым, сдаться, а в плане, чтобы всю жизнь помнили, какой сын ингушского там или нашего российского народа. Вот вчерашний этот парень, он яркий пример показал. Мужество, отваги. И это не называется самоубийством. Это называется отдать свою жизнь за свою страну. Вот здесь надо это все понимать. И я уверен, что наши ребята, они выполняют достойные задачи, и достойно будут эти задачи выполнять. В республике в 2017 году зарегистрировано снижение количества преступлений, в частности, количество фактов похищения людей, грабежей и оборот наркотиков. Об этом вам сообщил прокурор Ингушетии Андрей Васильченко в ходе заседания расширенной коллегии прокуратуры Ингушетии. Как вы считаете, с чем связано снижение числа указанных преступлений? Ну, во-первых, я думаю, что есть хорошая профилактика, она есть. Мы очень много проводим, и вы это видите, работы по каждому случаю. Иногда говорят, что, может, и не надо. Там где-то что-то совершили, мы профилактику, сход сила и так далее, и так далее. Есть грамотно, и это мы проводим совместно с органами правопорядка. Есть грамотно выстроенная работа правоохранительных органов. То есть все-таки неотвратимость наказания, он превалирует сегодня в республике. Если раньше можно было бы даже по грубому ДЦП уйти от ответственности, где-то договориться, то сегодня это практически невозможно. Третье, и вот эта профилактика по всем направлениям, и люди понимают, что рано или поздно придется за это отвечать. Третье, конечно, это все-таки рост профессионализма самих полицейских непосредственно, скажу, которые за это отвечают в своем большинстве. С приходом нового министра мы проводили социологию, все-таки авторитет и доверие к полицейскому населению растет. И это тоже связано с рядом причин, в том числе и с раскрываемостью преступлений. Это тоже как раз вопрос снижения. Мы видим, там, если по Новому году брать, например, из 10 преступлений 9 было по горячим следам раскрыто, да, сразу же, оперативно, быстро. То есть вот такие вопросы. И в связи с этим, конечно, хочется сказать и нашим сотрудникам органов правопорядка, и жителям, которые им помогают. Спасибо за такую работу. И хочу сказать, что сегодня Ингушетия по округу на первом месте по именно снижению преступлений. И это большой труд, большая работа наша всех вместе. Мы должны этим гордиться и укреплять это все. Вчера я был на похоронах Далгештолт, дядя Рапхана Али Нанинч, Галашка. Духнар бякапчик дядя. Алу чичхай анлатрес. Сингер арлосу, мастер алу ярозда тили шавукдет алендели. Цуян камал Далгештолт мастер чичхамал бякаш. Вейскер нохчкар мастнар дядя духнар бякабр. Эзрсек. Сандинар, шиндинар, кайдинар. Мастер рясал, Далгештолт долт. Деказлатн, сонда да. Но что хочу сказать. И говоря о большом количестве там людей, которые приезжают, тут же люди вспоминают буквально там 6-7 лет назад. Не то, что в Галашке, даже в Назране там, или в других местах было очень сложно. Люди остерегались, опасались. А в Галашке или там туда, в Ушеле ехать, очень сложно было. Опасно было. Да. А сегодня это вот люди даже об этом не думают. Зерти зикри богачы, шабут бизнес богачы, саат делать, 6 саат делать, саат делать, акасти, бизнес чебох, парадху, мяшку. Единственная проблема – ДТП, скорость, шеи и ора, цавар чуут, кашкова чуут, а так. Вот это тоже как раз те показатели, которые мы должны с вами сравнивать, видеть. Но это тоже ответ вот тем товарищам, которые чтобы аккуратнее сказать, идеал, образ халга, Собчак халга, Цинжаловцы дар бэжбаржби, вот для них тоже показатель статистика хашашт, разница хашашт, кого хотите
обмануть, ввести в заблуждение. Фаалдуакша. Это тоже вот как раз показатель. И безопасность, и рост уровня доверия к органам правопорядка. Поэтому это все и в комплексе происходит. В ходе заседания адаптационной комиссии вы отметили, что в связи со стабилизацией как раз-таки обстановки в республике комиссия по адаптации, созданная в 2011 году, в последнее время стала реже рассматривать дела бывших участников НВФ. И вследствие этого возникла необходимость переименовать эту комиссию, поскольку все чаще в нее обращаются люди, которые желают прекратить не только террористическую, но и любую преступную деятельность. Насколько вы довольны работой комиссии по возвращению к мирной жизни? И расскажите о дальнейшей судьбе, можно сказать, вот этой комиссии. Да. Разные люди есть, которые попадаются. Есть там отъявленные мерзавцы, которые совершали преступления, убивали. Есть те, которые попали случайно в эту категорию. Есть те, которых подставили, это тоже мы видим. Но каждый из них имеет право. Каждый имеет право на защиту. Потому что и правозащитных организаций, которых мы там ругаем, которым мы недовольны, тоже есть. Ничего плохого в этом нет. И власти в том числе. Мы создали эту площадку. И понимая то, что это сама комиссия – это хорошая площадка, все-таки ее надо расширить кругозор. Не только члены банд подполья, там, или пособники, или экстремистская террористическая деятельность, но и общие преступления. Те, которые находятся в розыске, или те, кто хочет там. Это раз. Второе, мы вот на этой комиссии на крайне рассматривали дела тех, кого уже осудили. Здесь я хочу всем родственникам, всем остальным сказать, что на адаптационную комиссию надо выходить до решения суда в ходе следственных мероприятий. Это раз, а еще лучше до того, как человека задержали. Почему? Потому что есть прокурорское досудебное соглашение, которое там составлено прокурором республики по законам Российской Федерации. И человек, который оформляет явку с повинной, подписывает соглашение со следствием, дает чистосердечные показания, ну и так далее, раскаивается в содеянии, он получает максимальную льготу, так можно если выразиться, да, и получает минимальный срок, либо вообще освобождается. Ну, смотря по содеянию преступления по закону. А когда человека задерживают, он понимает, что деваться некуда, очень сложно членов комиссии убедить, что он раскаялся. Он раскаялся только того, что он уже за решеткой находится. После задержания? Да. И здесь только ему могут инкриминироваться или там способствовать ему может только то, что он признается в тех преступлениях, которые он совершал, там, и даст соответствующую информацию органам следствия. И вот эти люди, которые сейчас четверо, которых выставили, я не думаю, что там всех там пропустит адаптационная комиссия. Может, кто-то там и подходит под это дело, но наше право рассмотреть это все. Они уже получили сроки. И просьба родителей оставить там первоначальный срок, там 3 года, что ли, получали. А потом через апелляцию получили до 7 лет. И это тоже они не отрицают. Это сколоченная, устойчивая банда. Но в этой банде каждый выполнял свою роль. Был лидер банды, который получил срок свой. Были те, которые там выполняли функции чисто и по расстрелам и так далее. А были те, которые способствовали, были пособники, подвозили, увозили, ну и так далее. Поэтому я лично считаю, что они имеют право на адаптационную комиссию, а вот как мы изучим, как мы рассмотрим, это другой же вопрос. Ну, процесс идет, посмотрим, но еще раз хочу напомнить, что все-таки тот, кто хочет получить определенную там внимание власти определенное в тех или иных вопросах, пожалуйста, обращайтесь до того, как это будет лучше.
Как вы ранее отмечали, ингушские специалисты готовы поделиться своим опытом по адаптации боевиков к мирной жизни. Эксперты могут работать не только удаленно, но и отправиться в Сирию. Да, говорим об этом, не учить, как там было где-то, там пишет там Асада, как жить, а именно поделиться опытом, так же, как и в целом наши органы правопорядка делятся опытом с сирийскими спецслужбами, как работать или воевать, или там проводить мероприятия с бандподпольем. И, конечно, для сирийских властей, для любой власти после таких ситуаций, адаптация там, или же приведение к мирной жизни людей, или социализация людей вот такого направления, это очень важно. Не только самих там членов бандподполья, которые воевали, не только тех, кто там в оппозиции, не только тех, кто там в разных лагерях был, но и их семей, и женщин, и детей. Поэтому у нас есть не то, что богатый, но определенный опыт у нас есть, мы можем поделиться. Будем, если это понадобится. Мы, по крайней мере, свои предложения, и в том числе и положения, и опыт работы в нашей адаптационной комиссии мы направили туда. Я думаю, что они заинтересуются. На неделе вы провели целый ряд встреч в ходе вашей поездки в Москву. Вы встретились с Романом Артюхиным, Одессом Байсултановым, Сергеем Степашиным и Дмитрием Арестовым. Обсуждались значимые вопросы. Расскажите, как в целом прошел визит в Москву и какие решения приняты по вот этим встречам? В целом нормально. Мы в Москве, когда удается вырваться, мы в любом случае проводим там чуть ли не с десяток встреч, обсуждаем вопросы, накопившиеся проблемы. И вот эти все встречи с должностными лицами прошли на должном уровне. Мы по линии и фонда реформы ЖКХ, есть там ряд моментов, где мы должны поработать и хотим получить дополнительные средства, чтобы завершить эту программу полностью в республике. По линии Министерства по делам Северного Кавказа, те задачи, которые перед нами стоят, их надо выполнять совместно, а курирует их все равно первый зам по делам Северного Кавказа Одесса Хасаевич. И в том числе и продолжение проектов по линии корпорации развития Северного Кавказа. Я также встречался и с фондом социального страхования, где мы тоже обсудили вопросы, связанные с улучшением работы нашего филиала. Это ярко видно. С Дмитрием Васильевичем Арестовым мы обсудили вопросы, связанные с улучшением работы нашего ведомства уже на территории республики, и в том числе условиями в ряде муниципальных образований, содержания, что тоже было обещано оказание помощи. То есть масштабные вот такие встречи, которые позволяют, помимо таких встреч, есть ряд еще других закрытых встреч, поэтому день в Москве, он проходит там прямо там с 7 утра и до глубокой ночи во встречах, в обсуждениях, поэтому это очень важно. Потому что, не говоря уже про нашу общественность, там, про наших депутатов, сенаторов, там, постпреда, где мы обсуждаем тоже эти вопросы. Дело, получившее широкую огласку и по-разному обсуждавшееся в соцсетях, похищение и убийство жителя Ингушетии Магомеда Маматова. Расскажите, на каком этапе расследования? Ну, я еще раз подчеркиваю, попытки говорить похищение, ну, они совершенно беспочвенны. Его никто не похищал, это раз. Он поехал по своим делам. Дальше уже следствие занимается этим вопросом. Я, по крайней мере, в этом плане обратился с письмом и к руководству Северной Осетии, чтобы показать содействие. И Олегу Евгеньевичу Беламенцеву, полпреду, и заместителю генерального прокурора. Поэтому дело мы держим на контроле и дальше разберемся. У нас есть такая привычка, если где-то вот наш человек попадается, или его арестовали, или его что, все вокруг начинают расписывать, какой хороший или какой плохой, какой святой, какой не святой. Все на этом, не зная вообще, о чем разговор, начинают просто трубить. Давайте мы дождемся завершения следствия, и после этого уж точно я не постесняюсь сказать причину. То есть там есть причина смерти этого парня. Причину не постесняюсь сказать. Мы одно знаем, что он не первый раз ездил. Это раз.
это точно. И второе, там фигурирует какая-то женщина. Вот все, что я могу сегодня сказать. Не в плане там плохого поведения, нет, ни в коем случае, а в плане того, что эта женщина с ним отсюда поехала туда. И после того, как он ее высадил, дальше началась вот это, как там уже предварительно говорят, там какая-то там тема незнакомых машин, там, которые там что-то такое. Но здесь надо разбираться. Я уже говорил, там и у нас в республике проходят такие моменты. И у нас есть люди, которые, прикрываясь органами правопорядка, творят свои там разбойные нападения и так далее. Ну, всякие есть случаи. В этом случае надо до конца разбираться. Почему? Потому что машина не тронута, и самого нашли в поле. И когда все раскроется, я уже там, или секретарь безопасности об этом все доведем. Можешь пытаться говорить, что это вот осетина и ингушка, если это глупость полная. Совершенная глупость. Это только то, что территория Северной Осетии, где человек пропал. А вот пытаться свести это там межнационально, это глупость полная. Вообще ни в коем случае нельзя так говорить. И в завершении нашей беседы затронем тему спорта. Республика готовится к первенству России по греко-римской борьбе среди юниоров в памяти Героя России Альхана Калиматова. В турнире примут участие более 400 спортсменов из 50 регионов страны, 25 спортсменов представят Ингушетию. У нас есть довольно хороший опыт проведения такого рода соревнований. Как вы считаете, на какие результаты мы можем надеяться? Ну, хочется надеяться на хороший результат. Я итоги вчерашнего завершения чемпионата СКФО по дзюдо тоже где-то не согласен, не то что не согласен, недоволен. Почему? Потому что мне кажется, надо было, по крайней мере, все-таки более серьезно готовиться к соревнованиям. Мы будем делать разбор по этому поводу. И греко-римский тоже надо готовиться серьезно. Ко всем соревнованиям надо готовиться серьезно. Я надеюсь, что у нас хорошая школа греко-римской борьбы. И эти соревнования, если они даже где-то мы не возьмем то, на что мы планируем, по крайней мере, это будет хорошей школой для того, чтобы сделать выводы и готовиться лучше к следующим соревнованиям. Мы позавчера наблюдали великолепный турнир по боксу в Сочи. И как Мурат Гасиев классически, красиво победил. Для меня спортсмен есть спортсмен. Есть хороший спортсмен, есть плохой спортсмен. И мы вчера наблюдали, и сегодня показывают на центральных каналах, как встречают в Беслане, в Владикавказе Мурата Гасиева. И я тут же вспоминаю, как тоже мы делаем все, чтобы показать и на федеральных каналах, и у себя, как мы встречаем своих спортсменов. И Хасана, и Рахима в свое время, и других спортсменов. Каждый спортсмен должен вот к этому стремиться. Вот эти люди примером являются. Если спортсмен – это как боец, как солдат, он готовится к решающему бою, всегда есть решающий. Если ты на решающий выходишь морально, физически, совсем не готовы, то ты проиграешь, ты подведешь. Да, я понимаю, есть соперники, не бывает побед без проигрышей. Это тоже понятно. Достойно проиграть тоже. И каждый спортсмен должен в этом, и тренер, и спортсмен это должен понимать. И хочу просто попросить наших ребят, почему? Потому что вольники, которые выступали, мне пытались сказать, что у нас неопытные, у нас такие, вот, у нас не такая школа, как в Осетии или в Дагестане. Но мы это видели. Вольники не выкладывались. Они просто отдавали победы. Я это видел. Я когда чемпионат России по вольной борьбе шел, я видел, как наши ребята просто пусть не обижаются, но это все видели. Нельзя так. Вышел, вот умри на ковре, но если не победишь, то, по крайней мере, покажи красивый бой.
покажи характер. Я про это говорю. У нас, если помните, первые, когда соревнования у нас пошли там по линии М1, там на Зране, я там сам даже вышел и говорил, вот такое это там, вот каждый боец выходит и не понимает, для чего он вышел. Лишь бы не обидеть соперника, лишь бы не сделать больно сопернику. Его бьют, а он там как это, чуть ударил, потом бежит к нему обниматься, извиняться. Ты за пределом ринга, татами, ковра, обнимайся, дружи, да это все правильно. Вышел, все, насмерть бейся, умри, но зубами вырви свою победу. Ну, по правилам игры, не нарушая правила. Победил, обними достойно. Проиграл тоже, обними достойно, делай. Но проиграй достойно. Красиво проиграй. Иногда красиво проиграть это лучше даже, чем плохо выиграть. Поэтому я про это и прошу наших ребят, которые там будут выступать, и главный тренер у нас очень хороший парень, и другие, просто настроиться, что вы у себя дома сделаете все, чтобы вы показали хороший результат. Но в честной борьбе. Я еще раз хочу обратиться к нашим жителям. Уважаемые жители, мы свидетели вот этих почти там 10 лет работы моей, как главы республики в должности. Поверьте, не легко все это дается. 90% объектов, которые мы строили и строим в этой республике, в нашей республике, они строятся большим трудом. Начиная от сотен, а то и тысяч людей, которые выходят и говорят, что это земля наших предков, как будто там строятся объекты не для потомков наших, заканчивать другими вещами. Даже это. Но мы в любом случае это делаем. Делаем для республики, для того, чтобы оправдать перед федеральным центром, что мы в состоянии осваивать. Мы в состоянии быть лучше. Мы в состоянии показывать результаты. И мы в состоянии быть достойным регионом нашей великой страны России. Юнусбек Бамангиреевич, спасибо, что уделили время и за исчерпывающие ответы. Уважаемые телезрители, вы смотрели интервью главы Республики Ингушетия Юнусбека Бамангиреевича Евкурова. Всего доброго.